ответственностью. И только ставка по жизни жизнь. ВТБ, с неба привет, ультрамариновый нам берет. Денег смолой и море поток, с неба навеки десант обручен. ВТБ, сколько побед, из парашютов белый букет. Радугой миру и порядку пола, слава десанту, честь и хвала. День Победы, солнце мая, всюду музыка звезда, ветераны одевают боевые ордена. Знаем мы совсем не просто, он пришел нам в День Победы, в этот день завоевали наши прадеды и деды. Всех отечественных стоявших прославляют наш народ, а героев битых павших память вечно живет. Организаторы праздничного утренника говорят, что такие мероприятия необходимы для того, чтобы наши дети знали историю своей Родины и помнили о подвиге своих предков. Продолжился праздник в игровой форме. Дошкольники испытали свои силы в спортивной эстафете и художественные способности в конкурсе на самый красочный плакат, посвященный Дню Победы. Оформлять стенгазету маленьким художникам помогали воспитатели и родители. За активное участие в мероприятии дети получили заслуженные подарки. Завершился утренник минутой молчания и возложением цветов к памятнику героев Великой Отечественной войны. Праздник получился очень трогательным и эмоциональным и еще надолго останется в памяти малышей. Приоритетным направлением в работе администрации Барабинского района является забота о ветеранах Великой Отечественной войны и членах их семей. Недавно в квартире вдовы участника Великой Отечественной войны Марии Ветрюк случилась катастрофа. Неожиданно прогнил и обрушился потолок в 2 комнатах. За помощью женщина обратилась к главе района Сергею Яцуну, который живо отреагировал на обращение. Ремонт был организован быстро и качественно. Строительная организация, руководителем которой является Андрей Громов, приступила к работам и выполнила их в кратчайший срок. Хозяйка ремонтом осталась очень довольна. Да. Валится, потолок валится. Ну, и думаю, господи, опасно находиться уже, опасно. И, конечно, я стучалась везде, где могли только открыть дверь. Ну, открыл по-настоящему эту дверь, открыл Сергей Александрович. Он сразу представил, что это такое, что это опасная очень ситуация, и что я человек пожилой, и мне не к кому больше обратиться. Он сразу... Мария Васильевна, мы сейчас с вами обсудим, как вам помочь. Сразу наметили план действий и работали-то очень быстро. У меня уже второй вот такой случай. В 1972 году в спальне обрушился тоже потолок. Протекала крыша все время, протекала. Крыша была старая, протечки были. И там тоже сгнили перекрытия. Так мы там, вот в комнате той, полгода, вот честно, без привлечения, полгода там работали, то балок нет, то досок нет, то гвозди кончились, то еще что-нибудь. Полгода было. А здесь, в общем-то, в течение недели, правда, тут небольшой был перерыв там с потолками натяжными, но это такая мелочь, что я даже не заметила, как это все получилось. Большое спасибо, он молодец, он чутко очень отнесся ко мне и сделал все возможное и невозможное, честное слово. И ребята, вот бригада, которая работала, они как-то вели себя очень корректно, и я благодарна им всем.
Сама Мария Васильевна живет в Барабинске одна. Дети и внуки далеко, некоторые даже за границей. 6 лет назад ушел из жизни ее супруг Николай Игнатьевич Ветрюк, фронтовик, ветеран труда. Помощи в ремонте жилья ждать было неоткуда, а восстановление потолка было просто жизненно необходимо. Сейчас, когда уже все позади, Мария Васильевна признается, что, несмотря на возникающие проблемы, не планирует покидать город, ставший ей родным. Рассказывает, как совсем молодыми с мужем приехали в 50-е годы в Барабинск. Николай работал машинистом, она преподавала литературу в школе номер 93. В браке прожили более 50 лет, вырастили сына и дочь. Поэтому все кругом здесь очень дорого и согрето лучшими воспоминаниями. Сейчас остались только друзья, которые навещают в выходные и праздничные дни. Да и еще Мария Васильевна верит в то, что отзывчивых и добрых людей на свете немало. В этом она убедилась в очередной раз. Накануне Дня Великой Победы мы пожелали Марии Васильевне здоровья и долгих лет жизни. Хочется, чтобы такие светлые и добрые люди как можно дольше были рядом. В рамках проведения областной акции «Вдовы России» специалисты администрации Барабинского района посетили вдов наших земляков, погибших на фронте в годы Великой Отечественной войны. Таких женщин в районе осталось 6 человек. Каждой из них был передан подарок от Министерства социального развития Новосибирской области и поздравления главы района Сергея Яцуна. 9 мая на Мемориале Славы состоялся митинг, посвященный 67-летию победы советских войск над фашистской Германией. Представители трудовых коллективов, учащиеся школ и училищ, жители города собрались здесь, чтобы выразить свою признательность и благодарность нашим землякам, отстоявшим мир. Почетный президиум, в состав которого вошли руководители района и города, военком, священник, ветераны войны и труда, занял свое место. Особые места были отведены участникам Великой Отечественной войны. Открыл митинг начальник отдела военного комиссариата Новосибирской области по городу Барабинску, Барабинскому и Сдвинскому району Олег Данилюк. Выступающие говорили о бессмертном подвиге наших солдат. Первый заместитель главы администрации Барабинского района Сергей Ценер отметил, что бесценен вклад и наших земляков в победу 45-го года. Немало слов благодарности звучало в адрес присутствующих ветеранов. Многим из них уже за 80. В знак признательности и глубокого уважения школьники поднесли им цветы. На протяжении всего мероприятия учащиеся школ, члены военно-патриотических клубов стояли в почетном карауле у Вечного огня. Завершился митинг торжественным возложением венков с стелам с именами погибших солдат.